Раз, два, три. Проверка. Раз, два, три. Проверка. Так, отлично, все слышно. Наконец-то мне удалось трансляцию наладить. Правда, иногда чат у меня глючит. В общем, до этого я вел трансляции на английском языке, потому что надо набираться опыта. Вот, и сейчас вот пытаемся этим заняться. Так, сегодня мы будем проходить, значит, вспоминать слова, учить слова. Я считаю, что чем больше мы будем знать слов, тем больше легче будет понимать и строить предложения. Для перевода предложений нам понадобятся следующие слова. Ладно, я сейчас просто жду, чтобы кто-нибудь подключился еще. Ссылку никуда не отправлял. Значит, давайте с вами поздороваюсь. С вами канал «Хочу и смогу». Якутский язык. Еще раз якутский «Хочу и смогу» английский язык. Ну, вот такие вот дела. Меня зовут Александр. Вот кто будет смотреть записи. Также меня еще некоторые называют девушки Киану Ривз. В последние годы, так как я парень уже, хоть я как вампир молодо выгляжу, я парень не молодой, с возрастом меня стали с определенной прической, в определенном образе меня называют Джоном Ленноном. Поэтому приятно познакомиться. Очень рад всем, кто присоединится к каналу, подпишется. Есть такой анонс у меня. Скоро буду разыгрывать Duolingo, супер Duolingo. То есть вы сможете год заниматься бесплатно. Вот. Условия сейчас придумаю какие-нибудь. На днях, в течение 4 дней. То есть сегодня какое? 17-е, да? По якутскому времени. И, значит, в течение 4 дней я должен объявить его. И там уже, по идее, надо будет быстренько разыграть. Я надеюсь, будет какая-то активность, и я смогу Duolingo, супер Duolingo, значит... Здравствуйте, очень приятно. В общем, я буду разыгрывать супер Duolingo, еще раз повторяю. Скоро сообщу условия. Там можно учить не только языки, то есть английский, там, немецкий и прочее. Да? Там можно также учить математику, музыку. И недавно там появились даже шахматы, что я тоже очень люблю. В общем, а сегодня мы попробуем провести трансляцию по моим урокам. Как раз и будет и будем вспоминать. Вот, смотрите, переходим и в телеграм-канал мой. Он называется «Якутский язык Сахатыла. Хочу и смогу». Называется, вот видите, ссылочка can, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, ЕКТ. Подписывайтесь туда, пишите там. Будет очень приятно. Ну, вообще, в Ютубе тоже подписывайтесь и пишите. Так. He will wait. Мы будем ждать. Здорово. Ну, я рад, если будет много участников, потому что я предыдущие года все время Duolingo разыгрывал на английском канале. К сожалению, там Сахатыла пока нет языка. Вот я если методику свою продумаю, вот как вот якутский полностью преподавать, можно будет направить какое-нибудь коллективное обращение в Duolingo, и может им направить материалы, и может со временем как-нибудь сделаем. Потому что я думаю, зачем городить и придумывать какие-то приложения, вот как делали у нас Сахалы, да, приложение было хорошее, якутское, но оно как, и там один раз из бюджета выделили, спонсоров дали не нашли, то есть деньги закончились, и приложение, к сожалению, закончилось. Хотя идея была неплохая, а по идее вот Duolingo пополнять было бы здорово. Yes, I spoke Yakutian till 5 years old, expect to improve with you. Я разговаривал на якутском, да, видимо, я так понимаю, с 5 до 5 лет, да, чтобы улучшить вместе с вами, да. Ну, спасибо. Thank you. You speak very well.
Так, значит, мы переходим в телеграм-канал. Там у меня есть тесты и слова. Then I almost forgot. И затем я почти забыл. Ну, вместе будем вспоминать. Я тоже плохо знаю, на самом деле, давно тоже не разговаривал, и очень много всего забылось. Я больше акцент делал на английском языке, и как-то... То есть будем учиться с вами вместе. Так, есть видеоурок, вот, да, то есть вы переходите в закрепленное сообщение, и оно перескакивает вас к оглавлению. Пока оно вот такое, потом можно будет подумать и про кроссворды, но в данный момент здесь есть тесты. И вот видеоурок, это на YouTube переходит. Так, значит, мы нажимаем текст видео номер 1. Почему, интересные слова отдельно не выделил? У меня раньше еще слова были. Ну ладно. Интересно. Давайте-ка мы чуть-чуть пролистаем, посмотрим. Видите, давно не веду. Вот так вот я делал, слова прикреплял. То есть там можно слова смотреть. Ну ладно. В общем, закрепленное сообщение. Чатик я люблю. Так. В общем, вы можете меня поддержать донатом там, на любую сумму. Так. А вот слова к видео номер 1. Вот они. Слова к видео номер 1. Вот мы нажимаем. И вот здесь это которые слова из видео. Маленький экранчик подтрясивается, потому что он стоит на штативе. И я вот пальцем по экрану тыкаю. Компьютер, к сожалению, у меня не работает. У меня видеокарта не поддерживает. Я драйвера там новый обновил, не хочет. Смотрим. Значит, мы как закрываем? Первый вариант, до того, как мы перейдем к тестам, мы можем повторять так. То есть пальчиком закрыли русские слова, или пальчиком закрыли якутскую сторону, да? Якутские слова. И вот закрыли пальчиком, вспоминаем. Ие – это мама, ага – это папа, ого – это ребенок, уол – мальчик, кыс – девочка, эге – дедушка, медведь. Многие меня поправляют в комментариях, и я этому очень удивлен, когда сам Саха и не знает, как правильно пишется бабушка и дедушка. То есть, если вы обращаетесь к бабушке и дедушке, то ты, что-то просишь, обращаешься, ты говоришь эбе, там 2 будет. А если это просто бабушка и дедушка, как слова, то это просто эге и эбе. Это с одной буквой э. Халлан – это небо, сарсерда – это утро. Кстати, вот в Сунтаре больше говорят «с» в начале как «хасерда». Поэтому есть разные, скажем так, моменты. Школа. Вот мы повторили слова, допустим, перевели с якутского на русский. И теперь с русского на язык Сахат и Лада. Можем так, закрываем мама и папа, ага. То есть вот понятен принцип, да, как обучаться. Теперь мы возвращаемся к тестам. Вот, переходим в наше оглавление и нажимаем тест видео. Если у нас будет много просмотров набирать, и будет активность, и пройдут как-то просмотры, то я со временем продолжу курс и буду там больше слов добавлять, потому что я хочу основной акцент сделать на слова. Видите, тут можно выбирать викторина, то есть это вот как, то есть написано, допустим, на якутском и на русском варианты. Есть обратная викторина, что это значит, то есть на русском написано и на саха варианты. Есть карточки, то есть просто написано школа. Вы говорите школа и школа. То есть очень прикольная, бесплатная, самое главное, бесплатная вещь. Обратные карточки. Школа, бабушка. Это у нас эбе, да? Вот. То есть все эти 4 варианта желательно прорабатывать. Тогда все запомнится. Давайте с вами мы повторим как викторину. Так, как бы мне сделать, чтобы у меня вот эта штука вверх ушла. Сейчас попробуем. Так, сюда. Вы можете поддержать меня, отправив донат, там ссылка из Donation Alerts. И оно прям вроде как, если я правильно настроил, должно прям здесь появиться такая анимация на экране и ваш текст. И даже он, возможно, будет в озвучке. Он, по-моему, от 50 или от 100 рублей там такое было. Так. Вот. Извиняюсь, я просто первый раз на этом канале веду, у меня, видите, здесь не все настроено и не очень все удобно. Так, значит, смотрим. Эбе. Как это выключить? Так,
Эбе бабушка, дедушка медведь, папа или дедушка медведь. Ну вот так он мало слов, видимо, я добавил, поэтому он дублирует дедушка медведь. Вспоминаем. Эбе это у нас бабушка. Легко, да? Уол. Что у нас есть? Небо, мама, мальчик, ребенок. Вспоминаем. Даю вам время тоже вспомнить, чтобы закреплялось. У меня, я так понял, задержка в ютубе идет. Мне удалось ноутбук вот настроить, чтобы он показывал. Вспоминаем, уол это что? Мальчик. Для новых подключившихся зрителей хочу сказать, что скоро буду разыгрывать Duolingo. Я каждый год разыгрываю Duolingo, только разыгрывал на английском канале. Там можно и языки учить, и шахматы учить, музыку учить, все что угодно. Там очень платформа очень полезная. И вот я Супер Duolingo буду разыгрывать. Там мест, по-моему, 4 будет, что ли. Надо вспомнить, сколько было. Ну, с учетом, что я буду и еще там близкий человек. Вспоминаем, что такое халлан. Даю вам время. Можете написать в комментарии. Будет приятно, если напишите в комментарии. Халлан. Это у нас что? Небо. Эге. Это у нас что? Два значения есть. Вспоминаем. Эге, это дедушка медведь. И дедушка, и медведь. Два значения. Ага, папа и небо халлан, да? Поэтому что? Эге, дедушка медведь. Вот, ага. Значит, варианты. Мальчик, папа, дедушка, медведь. Выбираем. Напишите в комментарии. Можете поддержать донатом. Вот я, если в будущем куплю ноутбук помощнее, я вот потом буду в компьютеры выходить. С компьютера будет поудобнее. Так, немножко тянуться. Ну, в общем, вспоминаем, что мальчик это у нас уол. Дедушка медведь это у нас эге. И папа у нас ага. Сарсерда. Вспоминаем. Мальчик у нас уол. Папа у нас ага. Небо у нас халлан. Осталось у нас что? Утро. Сарсерда. Так, скола. Звучит она... это такое... как это называется? Очень похоже звучит. Similar на английском, да? Similar. А скола. Это у нас что? Вспоминаем, как утро будет. Это все очень полезно. Сарсерда. Небо халлан. А школа у нас оскола. Так. Мне жарко уже становится. Видимо, волнуюсь. Халлан. Небо. Бабушка эбе. Мама ие. Утро сарсерда. Ой, не туда нажал. Это у меня телефон затупил. Уол мальчик. Ие мама. Эбе бабушка. Зависло. Так, оскола школа. Так, и давайте, ого, ребенок. Давайте обратную викторину нажимаем. Чтобы закреплять слова, их надо постоянно повторять. Когда постоянно повторяете, здесь постоянно используется, все вспоминается сразу. Утро. Сарсерда. Девочка. Посмотрим варианты. Смотрите, есть халлан. Халлан это у нас что? Напишите. Вначале такая активность была интересная. Мне понравилось. И Симон, и Антон активно очень писали. Потом как-то все застеснялись. Поверьте, я тоже стеснительный. В общем, оскола. Школа.
Кыз. Девочка. Халлан. Это у нас что? Правильно. Ну-ка напишите. Тут задержка идет эфир, поэтому... Sorry, I'm busy working now, but still listening. Извините, я занят, работаю сейчас, но все еще слушаю. Thank you. Good luck. Спасибо, удачи. Thank you a lot. Thank you for your comment. Девочка. Значит, у нас что получается? У нас кто? Дедушка и медведь. А если бы как обращались к дедушке, то что у нас там? Дедушке нам мы бы сказали, в конце бы две было бы. Вот. В данном случае девочка у нас кыс. Вот, он дедушка медведь у нас пошел. Смотрим. Это бабушка. Школа. Кыс. Девушка, да? Девочка. Выбираем. Дедушка медведь у нас Ой-ой-ой. У меня телефон безобразничает. Так. Нажимается. Так, дедушка медведь у нас Мама ие. Мальчик уол. Бабушка Мама ие. Папа ага. Бабушка Ребенок ого. Видите, мы вот, допустим, все повторили. Теперь можно пробовать карточки. Ребенок у нас как будет? Ну-ка, вспомните. Напишите в комментариях, пожалуйста. Я знаю, что с запозданием эфир идет. Что я говорю раньше, а вы видите это позже. Ну, давайте маленько подождем. Может, кто-то в комментариях напишет. Тренирует хорошо память. Ну и плюс вовлеченность будет. Вспоминаем, как ребенок будет. Хотя вам сложно будет написать, но можете английскими буквами написать. Есть, кстати, такая клавиатура. Она на телефон скачивается. Надо мне потом посмотреть название, я вам расскажу. В общем, она встраивается, и вы можете переключаться прямо на Сахат Ла. Там будут и вот эти буковки, которых не хватает в русском алфавите. Так, ну ладно. Пока ждал. Ну ладно, ребенок ого. Бабушка ну тут обратная викторина, оказывается, понятно. Халлан — это у нас небо. Ие — мама. То есть, видите, очень важно сначала пройтись с вариантами, чтобы вы вспоминали одновременно. Я старался в тест вставлять варианты, которые вот эти же и слова. То есть, вы все повторяете, а потом пытаетесь на память вспомнить. Кыс — девочка, девушка. Уол — мальчик. Халлан — небо. Сарсерда — вспоминаем. Может, кто-нибудь напишет, что такое сарсерда на русском. С языка Сахат Ла, с якутского языка. Напишите, что такое сарсерда. Я хочу, чтобы это было полезно, познавательно. Подождем еще, давайте. Сколько подождем, пока вы напишете, что такое сарсерда. Я уверен, вы должны знать это. Давайте, даю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сарсерда — это утро. Ие — это у нас что? Ну, напишите ие. Ну, такое должны знать. Тем более, я уже это до этого несколько раз в тесте встречалась. Это самое приятное слово. На русском языке напишите, что такое ие. Это самое приятное слово. Первое слово, которое говорит любой человек. Неважно, это мужчина или женщина. Ие. Давайте, подключайтесь к комментариям, напишите. Вы с телефоном сидите, вам неудобно написать? Давайте, напишите, пожалуйста. Давайте знакомиться с вами будем. Не стесняйтесь меня, я не кусаюсь.
Я иногда кусаюсь, но в целом не кусаюсь. И это у нас что? Слово из 4 букв. Мама. Ладно. Так. Сарсерда. Напишите, что это переводится. Подождем маленько. Вдруг кто-то сактивничает. Ладно, сарсерда это у нас утро или хасерда. Кыс. Так, девочка, девушка. И это у нас что? Tomorrow. Завтра. Tomorrow. Thank you for your comments, Simon. И это у нас mother, мама. Kiss это у нас girl, девушка, девочка. Ага, это у нас dad или father, да, папа. Wall это у нас кто? Boy, мальчик. Хасерда или сарсерда это у нас что? Morning, in the morning, да, утро. Школа. Это у нас как переводится? Это school, школа или по-русски школа, да? Школа. Ладно, я думаю, вы поняли. В общем, первые слова мы повторили, я думаю. Так, давайте выходим. Переходим к тесту 2. Давайте сначала слова опять посмотрим. Почему-то... Вот где-то здесь были тесты 2. Слова 2. Вот, переходим. Сначала читаем как? Закрываем пальчиком сторону с русскими словами и пытаемся вспомнить. Мои любимые Урюс, Урях, Скап. Да? Урюс это речка. Урях. Урюс это река, Урях это речка. Вот, допустим, знаете улицу Хатынь-Уряхское шоссе? Вот как переводится Хатынь-Уряхское шоссе? Вот многие не знают. Я как-то... У меня дедушка отлично говорил на якутском языке. Но я как-то... Но он как-то так не выделял, что это именно такой перевод, и мы так не говорили. Вообще Хатын это береза. А Урях это речка. И получается березовая речка. Хатынь-Уряхское шоссе. То есть березовое речковское шоссе. Вот так вот интересно. Или вот у нас есть же Усь-Хатын. Это Усь это 3, а Хатын это у нас береза. И вот в Усть-Хатыни проходит эссех у нас и многие праздники. Вот. 3 березы, да? Местность 3 березы называется. Вот такие интересные моменты. То есть, если знать якутский язык, это прям очень полезно и интересно. Вот, насколько я помню, у нас есть такой торговый центр около кинотеатра Лены. Называется РЛ. Может быть, кто-то РЛ знает, что такое? В общем, для тех, кто не знает, насколько я помню, это Надежда. Так, ну вот мы что делаем? Урюсь – это река. Урях – это речка. Искап. Искап. Двойная гласная – это как ударение. Типа искап. То есть туда. Это шкаф. Но есть еще другие слова, но мы учим с вами пока такие. В английском языке, когда вот я учил и так далее, сначала учишь одни значения, потом со временем, это чтобы легче запомнить, ты сначала учишь более similar, вот эти более похожие слова, которые с родным языком. Потому что в русском языке одни заимствованные слова. Стимуляция и так далее. Это все иностранные слова заимствованные. Вот то же самое надо делать в якутском языке. Поэтому, когда меня многие ругают, я так скажу, во-первых, в самом словаре Сахатыла, вы можете ввести в гугле даже Сахатыла, там все, как называется, все значения написаны. В том числе и устуол, и скап, да, и ускуола и так далее. Так, поехали дальше. Искап – это шкаф. Устуол – это стол. Кюэль – это у нас озеро. Кыгын
Кыгын – это зима. Кыгын – это осень. Тогус – 9. Üs – 3. Бюре – это у нас волк. Напоминаю, что одну сторону закрываем пальчиком, другой пытаемся вспомнить. Тыал – это ветер. Ыал – это семья. Видите, тыал, ыал. Тоже я люблю запоминать именно таким образом, чтобы были схожие. То есть, видите, Т добавляется, это уже ветер. Т убираем, получается, ыал – это семья. Видите, вниз пролистываем, идет с русского на саха. Река, вот пальцем закрываем. Вот, пальцем закрываем в одну сторону. Река, юрюсь, речка, юрях, шкаф, искап, стол, остол, озеро, кюэль, зима, кыгын, осень, кыгын, 9, тогус, 3, üs. Волк, бюрё, ветер, тыал, семья, ыал. Так, вот, все, мы это сделали. Теперь мы можем перейти к самим тестам, да? Где у нас тесты? Это can, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, ИКТ, Telegram. Так. Поддержка 6 слов. Еще раз закрепленно нажимаем. Куда у меня пропали тесты мои? Интересно знать. Понятно. Оглавление с тестами и видео. Что тут у нас? Вот они. Тест к видео номер 2. То есть это слова, которые мы сейчас с вами повторили. Мы сейчас с вами благополучно повторим. Опять вспоминаем викторину, обратные карточки. Вот ссылка на видео, кстати. Юрях. Это что у нас? Речка. Вспоминаем сразу Хатынь Юряхское шоссе. Просто многие и не думают, потому что там по-русски написано, да? Если было бы Хатынь Юрях, по-якутски бы написано, наверное, бы легче было бы ассоциировать. Кюэль. Кюэль. Это у нас что? Вспоминаем. Есть у нас варианты. Семья это у нас как? Ыал, да? Осень. Осень. Кюгün. Озеро. Кюэль. Речка. Юрях. Значит, что у нас Кюэль, озеро? Üs, 3. Бюре, волк. Кюэль, озеро. Тогус. Вспоминаем, что такое тогус. Волк у нас вообще бюре. Ветер у нас тыал. Речка у нас юрех. И осталось у нас что? Тогус это 9. Ыал это у нас что? Вспоминаем. Напишите, пожалуйста, вот на русском комментарии напишите, как вот переводится. Выберите один из 4 вариантов. Что это будет? Осень, зима, семья или 3. Даже вот можете на английском написать. Autumn. Это у нас что? Осень. Зима у нас как? Можете написать на английском winter. Семья family. 3 это 3. В общем, напишите, что вы думаете, как переводится ыал. Давайте подождем маленько. Может быть, вы выберете вариант. Кто не знает, не бойтесь ошибаться. Я вообще иногда оговариваюсь и на английском, и на русском, и это нормально. А тем более, если вы не знаете, но попробуйте, вы так и запомните. На ошибках учатся, потому что ошибка, она больно бьет по самолюбию, и после ошибки как раз запоминается. Вот я в английском все время, когда учу, все время забываю. Если забыл слово, мне это прям так бьет, что я потом это слово запоминаю. Теперь это слово там лучше знаю, чем до того, как не ошибался. Потому что я его рассмотрел, там записал. Попробуйте, напишите. Как думаете, как переводится ыал? Давайте подождем маленько. Хочется вашей активности, хочется обратной связи. Или хотя бы ставьте лайк, чтобы мне видно было, что вам это нравится, что это интересно, что это полезно.
Поддержите меня! Так, давайте я маленько водичку за ваше здоровье. Итак, я слушаю ваш вердикт. У вас что, не работают комментарии или что-то? Подождите, я посмотрю, или это у меня не работают комментарии? Может, вы пишете, а я не вижу. Нет, вроде бы ничего нет нового. Если что, отправляйте донаты. Буду признателен. Вот видите, у меня на английском языке мне там пару раз присылали, на якутском еще не присылали. Махтал, это вот благодарю. 50 рублей, вон кофе, это 500 рублей. Для вновь присутствующих, что скоро буду разыгрывать ежегодную подписку Супер Дуолинго. Каждый год ее разыгрываю. Буду разыгрывать ее на 2 каналах, то есть и на Сахат Ла, и на хочу и смогу английский язык. Даже, может быть, еще добавлю там Скотт, мой канал 3 новый появился. В общем, буду разыгрывать Дуолинго. Там можно учить и языки, и шахматы, и математику, и ноты, и все на свете. В общем, полезное приложение. И у вас будет премиум подписка. Не знаю, почему 4 показал. Может быть, что 4 места буду разыгрывать, а может 5. Надо посмотреть, сколько там было, не помню. Ну, в общем, раз вы не знаете, не хотите гадать, ладно. Иал — это у нас семья. Кто ответил? Молодцы, красавцы. Эскап. Очень созвучно и очень легко запомнить. Это у нас что? Это немножко заимствованное слово. Это шкаф. Тогус. Тогус. Это у нас что? Напишите в комментарии. Autumn, 9. Cabinet or wolf. Кстати, шкаф еще на английском cupboard. Судный шкаф, наверное. Так, Тогус, это у нас 9, да? Кюэль. Варианты у нас, значит, есть river, lake, cabinet. 3 варианта по факту. Почему-то он дублирует. Кюэль — это у нас самое простое слово, самое красивое. Мне оно очень нравится, кюэль. То есть оно и приятно произносится, и звучит, и пишется. Кюэль — это у нас озеро. Немножко грустно, что некоторые заходят и уходят. Ну, ничего страшного. Остуол. Давайте, тут вы точно вот угадаете. Значит, можете написать в комментариях. Ну, в общем, ветер — это у нас как? Тыал, да? Ветер. А остуол — это у нас стол. Пока в таком формате, потом сделаем, давайте, обратную викторину. Вот. Просто я думал, что русский вам будет удобнее писать, но раз вы не пишете, давайте попробуем обратную. Извиняюсь. Шкаф. Значит, тыал — это у нас ветер, юсь — это у нас 3, эал — это у нас семья, эскап — это у нас что? Шкаф. В общем, вот это то, что я создал. Я с разработчиками на связи. В всяком случае, в прошлом постоянно с девушкой мы контактировали, когда они только создали вот эту платформу Вилема. Мы создали вместе с ней конструктор кроссвордов. Это благодаря мне там такое появилось. Благодаря мне появилась там транскрипция. Ну, мы транскрипцию больше для английского сделали, потому что на английском я изучал транскрипцию. На якутском транскрипцию я, честно говоря, не знаю, как писать. Если бы знал, тоже бы писал. Тоже можно добавлять в эти тесты. Эти тесты даже вы можете создавать. Ну, такое полезное, бесплатное приложение. В общем, можете перейти ко мне в телеграм-канал. Хочу и смогу. Якутский язык, Сахат Ла. Хочу и смогу, по-моему, называется. Кен, нижнее подчеркивание, лер, нижнее подчеркивание, ЕКТ. Ну, в общем, видео назад подмотайте, там я показывал. И вот такие вот тесты там можно проходить, которые я создал бесплатно. Ничего от вас не прошу. А если захотите поддержать, вон Donation Alerts или карта вот в описании. Стол. Смотрите, смотрим. И вот как раз и тренируется память. Видите, как я состоял, что те слова, которые мы учим, они все здесь. То есть юсь 3, стол, стол, бюре — это волк, тогус 9, да? То есть стол, стол. Волк, вот вспоминаем. Это у нас что? Юрюсь — река, юрях — речка,
Бюре волк, кыгын зима. Бюре. Смотрим. Нам нужно найти речку. У нас есть варианты Урюс, Иал, Урех, Тугус. Давайте сделаем, что первое Урюс это первое, Иал второе, Урех третье, Тугус четвертое. Напишите цифру от 1 до 4, какой вариант. 1, 2, 3, 4. Ну, циферку можно легко написать. Но это может сложно быть, потому что иногда забывается. Вспоминаем Хатынь-Уряхское шоссе. Там береза, речка. Поэтому что? Урях. Урях. Урюс это река просто. Иал это семья. Тогус это 9. Озеро. Или на английском lake, да? Вспоминаем, как будет озеро. Давайте 1, 2, 3, 4. Первый, второй, третий вариант. Четвертый вариант. Какой напишите? Если вы, кстати, оплатите Donation Alerts, отправите донат, то там может ваш вопрос озвучиться и будет анимация, еще звук будет. Было бы интересно послушать, поэтому приветствуется всегда. Так, смотрим. Озеро. И что у нас смотрим? Стол. Стол. Урюс. Река. Тыал. Ветер. И озеро это у нас Кэль. Второй вариант. Кто ответил? Молодец. You're great. You're awesome. 9. Смотрим. Числа пошли у нас. Да, 9. Напишите от 1 до 4. Какой вариант? 1, 2, 3, 4. Кэль это у нас lake. Озеро. Урюс река, river. Üs это free или 3, free. И Тогус это 9. Жарко очень. Hot. It's so hot here. Здесь очень жарко. Напишите, из какого города смотрите, из какой страны. Where are you from? Maybe you are not speaking in Russian. Where are you from? Откуда вы? Напишите, из какого города. Дали ли у вас отопление? Значит, смотрим. Бюре это у нас что? Волк. Я как этот, да? Скажите мне, как его? Американский этот актер наш есть. Якутск. Пеппербой. Супер, я тоже из Якутска. I'm from Якутск. You are so awesome. Ты потрясающий. Вы потрясающий человек. Отопление вам дали в Якутске? У меня в части короче, в одной комнате там завоздушило, а в другой дали такое еле теплое, в общем. Напишите также, какой уровень у вас языка. Может быть, вы намного лучше меня знаете, что у меня уровень такой себе. Я вот хочу вместе с вами, как бы, и у меня весь принцип такой. Я раньше английский не знал, я его с нуля учил, понимаете? А сейчас у меня английский, в принципе, разговорный нормальный. Хотя я, конечно, до 3000 слов знаю. Где-то уровень B1, B2. Так. То есть все реально. И независимо, что я работаю, да, я по вечерам. Только сегодня дали. Пеппербой говорит. Еле-еле теплые. Да-да-да. Я тоже... Кстати, вот здесь чуть-чуть потеплее стало. Я думал, что батареи старые, поэтому не пробивает через краску. Оказывается, у всех еле теплые. Вот хорошо. Но спать мне холодно, а вам как? У меня прям, не знаю, у меня деревянные окна, и, видимо, из этого идет, где-то поддувает, что спать прохладно. Даже под одеялом. А у вас как? Тепло, не тепло? Очень приятны ваши комментарии. Thanks for your comment. Ставьте также лайки, пожалуйста.
Значит, смотрим. Бюре это волк. Тогус это 9. И Юрех это речка. Ветер. Вот. Мы с вами это проходили уже тоже. Вспоминаем. Значит, вы можете написать в комментариях, как переводится ветер. То есть теал это 1 циферка. Кюхюн циферка 2, 2. Юсь это циферка 3, 3. Совпало. И дублируется юсь это циферка 4. Но ее не пишите. Как думаете, ветер как переводится? Напишите также, сколько вам лет. Я могу тоже сказать, но я вампир. Мне много лет. Мне не хотелось бы писать, честно говоря. И говорить. Вот, но я вампир. Я был обращен в 18, и вот я до сих пор молод. Уже многие десятилетия. Да. Потом придется поменять город, а то все будут, ты такой молодой, а уже там много-много десятков лет. Ну вот так. Это я еще вот, загаром, как-то самозагар, это как называется. Нанес, а так вообще бледный, как этот, как не как поганка, короче, белые, как вампир. В общем, вы не знаете, я так понял. Ладно, давайте закреплять, это нормально, не надо стесняться. Значит, юсь это у нас 3, кюхюн это у нас что? Что? Кюхюн зима, кюхюн осень. Теал это у нас ветер. Речка Юрех. Так. Ветер теал. Так, 9 тогус. Лейк озеро. Кюэль. Так. Зима. Вспоминаем зиму. Я только что говорил в предыдущем. Значит, Кюэль у нас озеро. Теал у нас ветер. Вы можете также переходить в Telegram, потом проходить эти тесты. Это абсолютно бесплатно. И если будет много вот активности, я обязательно буду продолжать. Потому что я давно забросил и учился, самообразованием занимался, много английский учу. Напомню, что вновь подключившись, что буду скоро разыгрывать Duolingo, потому что моя подписка Super Duolingo обнуляется. Каждый год ее разыгрываю, через 4 дня надо будет ее объявить, быстренько провести, и там условия будут, типа там написать комментарий и так далее. Но я, наверное, в шортсе это сделаю, может какое-то видео запишу на 2 каналах, напишу на английском и на якутском. Вот. И вот каждый год мы дарим подписки. Вот. Но те, которые сейчас были, они, к сожалению, отключатся. Но если участников не будет, то я их верну. Но в целом до этого всегда были участники. Вот, надеюсь, и в этом году будут. Что Duolingo можно учить, как я говорю, я удивился. Там скоро будет эта цифровая, наверное, платформа ИИ, где всему будут обучать. Потому что там уже и шахматам обучают, и математики, помимо языков, там музыки. Там скоро будем это... Photoshop и все остальное изучать надо там. Ну так, шучу. Не смешно. Так, зима у нас. Кыгын. Кыгын. Зима. Кыгын. Стол. Остол. Река. Үрюсь. Үрях это речка. Кыгын зима. Кыгын осень, да? Так, стол. Остол. Волк. Бюре. Вот, циферку 1 кто-то... Да, Пеппербой молодец. Там, скорее всего, я понял, какую. Так. Если память не отказывает, мне память отказывает иногда. Давайте попробуем тогда поиграть. Тогда мне нравится такое. Так, давайте вот этот отвечу. Река, это у нас будет Үрюсь. Речка. Сейчас дойдем, да, вот 9, это у нас Тогус. Что-нибудь там давайте... Вот, семья. Значит, первый у нас вариант, это у нас Теал. Второй вариант, похожий, Юал. Третий вариант, Кюхюн. Четвертый вариант, Юрех.
Напишите циферку 1, 2, 3, 4. Number. Я когда в молодости работал в ресторане Burger Hit, кстати, золотое время. Мне даже в признавашках написали, так приятно было. Ох, вернуться бы туда, в это время. К чему я это говорил? К чему-то я говорил про ресторан. Ну, не то, что там семья была. Нет, это было все разумно, логично было. Вытекало из моего потока, стрима моего, разговора. Я буду как USB с вами разговаривать. Стрим. А стрим поток, да, там, какая-то там. Каждое слово дублирует на английском. Ладно, не буду вас томить. Если вспомню историю, расскажу историю. Вспомнил про цифры. И там, когда мы выдавали заказ, необходимо было подзывать человека, громко говорить. Ну и все кричали, 1 там, или как-то, ну по-разному. А я делал по-другому. И сейчас я скажу, и вы скажете, на что похоже, и что мне говорили. И вы угадаете, что было дальше, да? И я говорил, номер 92, номер 34. Все, в общем, улыбались и смеялись. Вот, поэтому напишите в комментариях, на что это похоже, как вы думаете, что было дальше ЧБД. Вот, и я скажу, правильно или неправильно вы угадали. В общем, семья это у нас Иал, Тыал это у нас ветер, Ирях речка, Кюгин это у нас осень. Поэтому семья Иал. Шкаф эскап. Стол стол. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий появился на экране, прозвучал и была анимация, если это будет пользоваться популярностью, вообще ее настрою, могу там разную сделать. Пока она там в одном роде сделана, мы можем проверить, как она работает, вы можете отправить донат. Было бы интересно послушать, почувствовать себя стримером. Ну, либо просто отправить мне на Сбербанк. Там оно не озвучится, конечно, но я его увижу. Так, шкаф, эскап, волк Бюрё, озеро Кюэль, осень Кюгин. И зависло, да? Что-то у нас. Что у нас зависло? Почему зависло? 3 Юсь. Речка Урях. Мне кажется, достаточно, да, здесь? Давайте еще карточки сделаем. Для первого стрима, мне кажется, вполне хорошо. Значит, Урях. Мы что вспоминаем сразу же? Хатын, Юряхское шоссе. Хатын, береза. Урях. Это у нас речка. Урях. Березовая речка. Тогус. Тогус. Напишите на русском, что такое тогус. Это цифра такая. Есть. Bir. Ну, лан, насколько я помню, 0. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тогус, 10. Тогус у нас что тогда получается? Я как будто бы слушаю. 9, да, спасибо, супер. Спасибо за ответ. Саймон, you are the best. Ты лучший. Вы лучший. I'm so sorry. You are the best. Правильно, 9. That's right. Это правильно. QL. Что у нас? Есть. QL это у нас что? Это у нас. This is. QL is. Я вас могу английскому. Вот английскому я вас прям конкретно могу научить. В плане грамматики. А вот в якутской больше как слова. QL. Мы с вами вместе будем развиваться. QL это у нас что? Напишите. Напоминаю вновь подключившимся, скоро буду разыгрывать Duolingo. Не сегодня, а на днях. Супер Duolingo. Будет бесплатно подписка на целый год.
Каждый год ее разыгрываю. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить и не пропустить. Там будут объявлять в якутском телеграме и в английском. Кстати, интересно, у меня есть там прикреплена ли ссылка на якутский телеграм-канал? Ну, здесь прикреплена на английский. Вы, в принципе, можете туда, если что. Потом надо будет мне переделать. Потому что я стрим вел до этого на английском, и вот, видите, не переделал, к сожалению. Ну, там будет, короче, Ken, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, EKT. То есть там, где английский English написано, а на якутском просто EKT будет написано. Но EKT все знаете, как пишется. EKT.ru, да, EKT. Вот Ken, нижнее подчеркивание, learn, нижнее подчеркивание, EKT. Там будет информация про вот это. Какому видео, там какие комментарии. В целом я все комментарии учитываю, потом составим какую-нибудь табличку, потом зайдем в эфир, и генератором случайных чисел выберем, по-моему, 4 человек. По-моему, 4 я делал. Или 5. 4, по-моему. В общем, вы можете поддержать меня на карту Сбербанк. Озеро, QL, озеро, lake. That's right, it's right. QL это озеро. Умничка. Или умница. Или умник. Sorry. Что там фотография девушки, а написано Pepperboy. Ну, это, наверное, такой просто никнейм. Ну, у меня тут мелко видно. Надеюсь, я ничего не ошибся. У меня издалека тут стоит. Так, тогус у нас 9. Остол у нас стол. Кюгün. Кюгün. Вспоминаем, что это такое. Кюгün, кюгün, кюгün. Кюгün я средненько люблю. Больше люблю summer. Давайте, кюгün. Это у нас что? Спасибо большое, что отвечаете. Это очень приятно. Оставляйте лайки, пожалуйста, комментарии. Ну, в общем, кюгün это у нас есть кюгün. Это зима, а есть кюгün. Очень похоже, да? То есть кюгün. Это 2 «ы» там стоит, а кюгün, видите, кюгün. Это у нас осень. Правильно, кто знает. Бюре. Это вы точно должны запомнить и знать. Бюре это у нас с Уолл-стрит есть такое. Это волк. Эскап. Это шкаф. Капли на очках у меня. Так, я немножечко это сока попью. Так. Виноградного сока. Виноградный сок же можно? Горло пересыхает. В общем, кюгün это осень. Бюре это волк. Тогус 9. Так, давайте и обратные карточки нажимаем. Напоминаю, что эти тесты бесплатные. Можете перейти в телеграм-канал KenLearn EKT. Ken, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание EKT. И у вас будет также бесплатно. 9. Тогус. Стол остол. Ветер теал. Осень кюгün. Я быстро, да, наверное, говорю? Еще помедленнее надо. Семья ыал. То же самое, как ветер, только без т, да? Я вот так запоминал вот такими всякими ассоциациями, когда английский учил. Вот, допустим, есть это смешная такая история. Так, на Duolingo, елки-палки. Так, давайте-ка мы как-то сделаем, мне скоро эфир надо будет заканчивать. У меня Duolingo надо каждый день проходить. Если даже нет сил, я чем-то другим занят, все равно надо как минимум там 5 минут пройти, чтобы, ну, продлить серию. Я уже более 900 дней на Duolingo. И мне надо обязательно не пропустить. Давайте еще минут 15 пройдем, и мне надо позаниматься в этом английским. Я думаю, для первого эфира более чем нормально. Мы повторили, слов 20 точно повторили, я думаю. Я какую-то историю хотел рассказать. Дай бог мне памяти. У меня потоковое вещание, просто я не все помню, что я это... Не думаю, о чем говорю, у меня потоком идет. Про слова, да? Теал, эал. Вот в английском я также учу ассоциациями. Допустим, trumpet. Как я запоминал, что такое
Я его называю метод Леонида. Потом расскажу про Леонида. В общем, как я запоминал, что трампет это труба. Как пишется, то есть я сразу запомнил, что трампет это, в принципе, труба, а как пишется я пытался. Но я понимаю, что pet это домашнее животное, да? Трамп это президент США, да? Получается, Трамп домашнее животное, это труба. Это мое правило Леонида. Откуда появилось мое правило Леонида? У каждого человека свои ассоциации. И, допустим, я много смотрел раньше, вот как учить английский. И все какие-то приводили примеры, вот таких же дурацких, как у меня сейчас. Но у каждого был свой. Мне их метод не подходил. То есть, если вы будете свои ассоциации делать, да, то у вас будут свои ассоциации. Это как знакомство с девушками, что ты когда... Ну, моя любимая тема вообще про отношения говорить и так далее, что... Как мне, когда я был молодой, в принципе, сейчас в целом молодой, но когда я был молодой, да, мне товарищи поопытнее меня рассказывали, как, ну, и свои методы. То есть они рассказывают, как они знакомились с девушками, как они, ну, добивались, скажем так, успеха с женским полом. Но у меня их методы не работали, потому что они это они, у каждого человека свое восприятие, своя подача, свое поведение, да. Кто-то спокойный, кто-то активный и так далее. В общем, я, видите, в Маркаряна превращаюсь. Но я про отношения очень много знаю и много тоже. У меня канал, поэтому хочу там в будущем другое развивать. Ну ладно. И их методы мне не работали. У меня работали свои методы. Мои методы это что? Это искренность, это импровизация, это... У меня ни одной повторяющейся истории в моих отношениях не было. Все отношения были какие-то уникальные, и истории все уникальные. И мои методы, и мои какие-то моменты, они не действовали на... Ну, для тех людей. И наоборот для меня. И вот то же самое с ассоциациями. То есть вот тыал, эал, да? Тыал, ветер, эал, семья. Но я просто запоминаю, что ветер без Т это семья. Вот как-то так. Эал, семья. Вот такое длинное. Кстати, про метод Леонида. Вот, стопроцентная искренность, лучший вариант, пишет Пеппербой. Согласен. А у меня, кстати, только так и получалось. Как-то, когда неестественно, даже вот когда бывало, там, друзья звали, там, допустим, друг какой-нибудь там близкий зовет, говорит, пойдем на парное свидание. Но для меня это уже неестественность какая-то. То есть, получается, он с девушкой там знаком, а меня зовут к его... Ну, это уже неестественно. То есть, нас как бы сводят уже как-то... Ну, какая-то такая фальшь, что мы должны уже друг другу что-то понравиться и так далее. То есть, я такие тоже не любил вещи. Ну, пару раз там какие-то... Ну, не пару раз, как-то ходил поддержать, но не очень любил и потом отказывался чаще. Потому что такое мне не интересно. Это какая-то неискренняя штука, я такое не люблю. Волк. Сбере. Как по-английски волк? Вульф, по-моему. Почти как пролаял, да? Семья, family у нас. Или по-якутски Иал, да? Это ветер без Т. И правило Леонида. Вы извините, если я тараторию, просто мне очень обрадован, что вы мне пишете. Вот канал более живой, более и по зрителям больше, и по просмотрам больше, но, к сожалению, я его меньше вел. Вот, Wolf, yeah, Wolf. Thank you, thanks a lot. Что я хотел сказать, забыл. Память моя вообще, у меня всегда такая была память. Но это, кстати, плохая память, она не говорит о том, что нельзя изучать. Вот я английский, да, до 3000 слов выучил, имею такую память потоковую. То есть, даже то, что у меня тренируется, я это как говорю потоком, я не думаю, о чем я буду говорить, я просто знаю. Я не знаю, как это у меня так мозг работает. Вот. Поэтому я не знаю, что скажу. Если я понимаю суть в какой-то момент, я просто это проговариваю, в общем. Не знаю, как выразить.
Так, правила Леонида давайте я вам расскажу, это смешно очень. Это я вот в Москве работал, в офисе в центре Москвы, на Подсосинском. Ну, там в нескольких местах работали. Это уже было, наверное, на Архангельском переулке в офисе. И мы, значит, я вам рассказываю Антону правила Леонида, как оно родилось. В общем, чайник, который чай заваривает, это... Как запомнить слово? Мне было сложно очень. Kettle, да? Kettle. И я вспоминал, что kitten, более-менее созвучно, это котенок. А котенок с правилом Леонида, то есть в конце L добавляю, получается kettle. Отсюда у меня впервые родилась ассоциация про правила. Я его назвал все ассоциацию, это правило Леонида, когда вот Трамп домашнее животное. Ну вот такие вот забавные. Каждый свое придумывает, и благодаря этому запоминается, в общем. Река у нас River или Урюсь. Урюсь. Извините за мой акцент. Я, в принципе, на всех языках с акцентом говорю. Озеро Lake или как будет? Ну вы, наверное, не напишите. Ну мы все прошли. В общем, мы прошли обратные карточки. Вот. Сегодня мы прошли 2 урока. Я считаю, это очень круто. Вы крутые. Перегружаться сильно не будем. Мне сейчас надо будет заниматься Duolingo. Если захотите меня поддержать, можете направить либо на карту Сбербанка, любую сумму, хоть рубль, мне будет приятно, чисто внимание. Либо поставить лайк, написать комментарий до 6 слов. Можете написать 6 слов, пишу сейчас, что-то такое. Тогда мое видео будет продвигаться. Можете поддержать донатом, тогда я накоплю себе на новый ПК. Или схожу за кофе. Вот. Но цель, конечно, ПК помощней. Почему перестал делать? Я и учу, и преподаю, и английский также. Все, что знаю, всему учу. Я был преподавателем еще и в шахматах и так далее. В международной школе. Учил тех, кто уехал, иммигрантов, шахматам. Я всегда всем учу, всем делюсь. У меня всю жизнь работа с тем устроена. То есть и сотрудников новых обучал всегда, и программам сам осваивал, обучал. В общем, это мой путь. Мне так интересней. Вот, в общем, такие дела. Мне сейчас надо будет как раз Duolingo проходить, чтобы продлить свой день. И напоминаю, что скоро буду разыгрывать. Изучить. Спасибо за сегодняшний стрим. Спасибо вам. Мне тоже очень приятно, что вы пишете. Приятная обратная связь. Будем учить вместе. Надеюсь, я буду продолжать находить время. Я постараюсь сейчас повторения вот эти, которые у меня уроки сделаны, составлены тесты, постараюсь почаще выходить. Не как вот этого раз в год, да? Вот. В общем, следите, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Ken, нижнее подчеркивание, Learn, нижнее подчеркивание. И только не English, а EKT. Вот посмотрите в описании, вместо English EKT. Вот туда подпишитесь. В принципе, можете на английский подписаться. И я там опубликую конкурс на Супер Duolingo. Вот. Где вы сможете учить языки, шахматы, математику, музыку, все что угодно. Бесплатно. На целый год. Вот. В общем, вот такие дела. Поэтому пойду я заниматься Duolingo. Спасибо, что были на моем стриме. Мы с вами были 64 минуты. В общем, всем спасибо. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Bye-bye.